Яркий грим и необычные костюмы. Артисты готовятся к премьере спектакля «Кошкин дом». Сегодня студенты школы-студии при Русском театре драмы впервые выйдут на сцену. Совсем недавно Кристина сама с удовольствием ходила на детские спектакли. Теперь играет главную роль. Ее давняя мечта воплотилась на сцене. Я первый спектакль посмотрела, это «По щучьему велению» в этом театре. Это мне было годика 4, наверное. Вот. Были такие ощущения, я бы очень хотела походить в этих декорациях, что-то там такое сделать, чтобы происходило это со мной. Дети, проходите, вы ждете кого-то? Сказка начинается сразу. На входе в театр детей встречают герои мультфильмов. Почетная дорожка в обрамлении воздушных шариков. Многие маленькие зрители пришли в театр впервые. Чтобы удержать внимание малышей, актерам придется показать все свои таланты, говорит режиссер Эльвира Ибрагимова. Должно быть каких-то больших пауз, которые роняют темп и ритм спектакля. В принципе, очень важно и, наверное, самое главное для любой детской сказки – это урок, который должны дети вынести из этой сказки. Спектакль о том, что такое хорошо и что такое плохо. Жадность и эгоизм у героев не в почете. Красочные костюмы, декорации, запоминающиеся образы – это далеко не весь арсенал молодых артистов. Музыкальные пародии на известные песни – главное оружие. С их помощью и характер героев раскрывается, и динамика спектакля не ослабевает. Прозвучали последние аккорды, и зал взорвался аплодисментами. Возле сцены столпотворение. Взрослые и дети спешат поздравить артистов с премьерой. Там была музыка, мне стало интересно, и мне поэтому он понравился. Мне понравилась кошка и курочка, они просто были смешные. «Кошкин дом» – не единственная детская постановка театра. В репертуаре труппы около десятка сказочных произведений. Спектакль прошел испытания зрительским интересом и завоевал свое место на большой сцене.